Салам хурматлы ватандашлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. В течение этого месяца, после происшествия с этим стихийным бедствием, произошли в Туркменабаде, в Ташаузе и в Мары незаконные задержания. Нам с нашими друзьями удалось спасти 114 женщин, и эти женщины на свободе. Это наша с вами большая победа, и это еще раз говорит о том, что на эту власть влиять можно. И мы можем на нее влиять, защищая свои права. А также мы можем добиваться своих прав. Особенно хочу подчеркнуть, это то, что нас беспокоило в течение этих 2 лет. Это та девушка, которая подняла скандал в аэропорту. Фамилия ее Розыбаева, зовут ее Дильфуза. Узнали мы это только недавно, после вот этих событий, хотя искали мы ее в течение этих 2 лет. Оказывается, ее посадили, и она сидела в Ташаузской колонии. Какое-то время у нее была передача, а с 2020 года, с января 2020 года перестали быть свидания, и она перестала получать передачи. Вот этот вопиющий случай и скандал, из-за которого она пострадала, мы, конечно же, так просто не оставим. И мы будем добиваться ее освобождения, потому что это яркий пример бессовестной и вот этой вседозволенности этой власти. И я сейчас обращаюсь к Бердымухамедову. Вы действующий президент страны, и вы позволили посадить женщину за то, что она защищала свои права, и она хотела выехать и выйти замуж. Вы таким образом решили показать всем, как вы будете расправляться с теми, кто будет открывать рот против вас и вашей власти. Хотя она против власти не открывала рот. Она просто хотела уехать. И она открыла рот против той коррупции, которая существует в стране, а именно в аэропорту. Потому что до сих пор, так как у нас берутся взятки, ни в одной стране мира такого нет. А у вас в стране это есть. И при вашей власти весь народ проходит через все эти ужасы взятничества и мошенничества. Это политически мотивированное дело. И сейчас мы будем поднимать вопрос на всех платформах, на всех заседаниях, которые есть, об этом человеке, об этой женщине, об этой девушке. И я надеюсь, что мы победим. И мы будем требовать ее свободы. И если сейчас я обращаюсь к вам и говорю о том, что это политически мотивированное дело, и вы должны ее отпустить, если вы это не сделаете, то будет говорить весь мир и будет требовать свободу Розыбаевой Дильфузе. Кроме этого, я хочу вам напомнить, что этих 2 женщин, Пинжиеву и Джураеву, так и не отпустили на свободу. Их этапировали, как нам сказали, в наручниках. И также они проходят вот по этим унизительным и подлым статьям. Как вам не стыдно только? Вы сами сын, у вас жива мать. Вы брат, у вас живы сестры, вы отец. У вас есть дочери, и вы даже уже дедушка, у вас есть внучки. Как вам не стыдно только? Как вы не боитесь того, что когда вы уйдете с этой власти, придет другая власть, как они будут обращаться с вашими родными и по каким статьям будут сидеть ваши родственники. Вы не думаете, что эти статью проституции могут навешать и на вашу родню? Вы не боитесь этого? Все-таки, наверное, нужно было пересмотреть законы и убрать этот закон о проституции, потому что при такой вседозволенности и беззаконии получается, что все женщины проститутки, в том числе и ваши родственники. Поэтому пока не поздно, вы бы изменили эти законы и освободите этих женщин. Освободите Розыбаеву, освободите Пинжиеву, освободите Джураеву. Также нам доходит информация о том, что происходит произвол в отношении женщин в Ташаузском вилаяте. У нас есть фамилии. Вы заставляете этих женщин назвать активистов. Да, они выходят, да, они выступают. Они имеют на это право требовать свои права.
Вы просто уже из-за вашей зажратости забыли о том, что люди тоже должны иметь право и на труд, и на хлеб. Те низкие вещи, которые сейчас происходят в Туркменистане, за которые люди готовы глотку друг другу перегрызть, это просто даже не укладывается в сознание нормальных людей. Конечно, тот беспредел, который вы учинили в течение этих 13 лет, страна погрязла вот в этом невежестве. Что вы даете? Вы учите своих внуков? Да, они прекрасное образование получают. А другие дети? Это как можно ненавидеть свой туркменский народ, чтобы быть президентом и не давать им нормальное, достойное образование? Вам не стыдно? Вам не стыдно за то, что ваш народ ходит и унижается перед народом других стран? Ведь они же работают не на самых лучших местах. Это самая такая рабочая сила. Почему вы не даете достойное образование своим людям? Так вы не то, что образование не даете, вы не даете хлеба им. Вы не даете нормальной работы. Те права, которые люди могут оспаривать и защищать, они будут это делать. И мы будем им в этом помогать. Прекратите мучить народ. Дайте людям жить. Дайте людям хлеб. Народ имеет право. Халкын хакы var. Adan yolu, adan yolu atlanani